Здравствуйте, в эфире новости 7. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажу вам я, Марьяна Керимова. И сегодня в программе. День, когда прекрасной половине делают комплименты, дарят цветы и подарки. В республике отметили Международный день 8 марта. Квартира нуждающимся, медали отличившимся и грандиозный концерт. Твердым словом и без боя Рамзан Кадыров посредством телефонных переговоров обезвредил одного из главарей банд-подполья. Чем руководствовался так называемый эмир равнинной части Чечни и какие задачи были на него возложены? Молодой человек раскаивается и обещает сотрудничать со следствием. Намерены ли остальные последовать его примеру и что предпримут власти? У нас нет задачи убивать людей. И Ахмад Хаджи поставил задачу спасти заблудивших парней. Для тех, кто не успел приватизировать жилье, срок продлен до 1 марта 2016 года, что советует мэрии Грозного. Не ждали до последнего момента. Теперь при желании смогут продать, подарить, обменять. 90% жилого фонда столицы уже перешло в частную собственность. Им присуще чувство патриотизма и твердая гражданская позиция. Глава республики встретился с активистами детско-юношеской организации имени первого президента. Как пополняются ряды? Закон, порядок. Ребята делятся новыми идеями, руководство всячески поощряет. Посторонним вход запрещен. В подъездах многоквартирных домов Старопромысловского района устанавливают кодовые замки. Коды этих замков необходимо держать в секрете. На что жаловались жильцы? И куда обращаться, если требуется ремонт или возникла экстренная ситуация? Городской портал «Доступный город». Отныне в музыкальной культуре Чеченской Республики будет 3 жанра. Илли, Эшер, Дешмукам. А за содержанием и исполнением песен будет следить экспертный совет. Чем была вызвана необходимость? И как работает специально созданная комиссия? Главный праздник весны и море цветов по всей России и ряде зарубежных стран отметили Международный женский день 8 марта. Как правило, в этот день принято поздравлять представительниц прекрасной половины. Одним из первых это сделал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Слово Магомеду Салтамурадову. Праздничная атмосфера в доме Кадыровых царила еще в канун Международного женского дня. Вместе со своей супругой Медни Мусаевной, детьми, племянницами, снохой Разит Вахарсалтаевной глава республики еще глубокой ночью нанес визит к своей матери. Аймани Енисеевна услышала в этот вечер много теплых слов. Ей пожелали крепкого здоровья и улыбки. Не забыли и про главные атрибуты 8 марта – цветы и конфеты. Члены семьи старались угодить Аймани Кадыровой кто как может. Она поблагодарила всех за этот сюрприз. Поздравления в этот вечер принимала и первая леди. Дети Медни Кадыровой подготовили для нее интересный поздравительный номер. Они пели песни и читали трогательные стихи, посвященные самому дорогому человеку на свете – маме. Утро праздничного дня также было оживленным в доме Кадырова. Руководители регионального общественного фонда имени первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Енисеевну с Международным женским днем поздравили соратники Рамзана Кадырова. От лица всех присутствующих помощник главы республики, депутат Госдумы России Адам Делимханов поздравил Аймани Енисеевну с 8 марта.
праздник Халиталя, праздник Даздаля, погодина. Отцезин от кевозвая. Хвецал каларам калататак бастада, одухя велтон да, диабет квелда, вайпача. هو ايش ملش دقوين مكة عيل شن مش شن حجرت أخ تومسكات عمازك دين دالي شيء كلام ده دايتن فونت را دين دويز أخ فونت را تادي دوي ألتا إسرائيل كمان دوي إتتاش وش إباح كان ترى فونت را فوندن هون ده ويبتشان مل ألد البركل تو هذا خير ما صار شيء لو تعبت كيل ده ساعة دول ملي لشدك ملي شدك. Поздравить Аймани Несиевну в родовое село главы республики приехали и члены законодательной и исполнительной власти, руководители ведомств и учреждений. Они поблагодарили президента регионального общественного фонда за то, что она сумела воспитать достойного сына чеченского народа и всегда была рядом с первым президентом, который отдал жизнь ради мира и стабильности в регионе. دارن دینوش دیوتر داد آتای ایت کوارتیت هندینا هنیجش نالوش مخ خزاقیت حیوش اشبو لولا برش خونه دلیل ایش دیک رمزان اولیاوش ایمانی اولیاوش boş اولیادل امنیش دعاش در دقیقه غیلا فتانه خی هو اشر او هوکیرت دقیق دیکن حب یغنی خون لارم باش داخل دو خون همکش خلاله سیرسی خجاله هاییلش خون خزاقیت همکش خون قیچ او خزاقیت اليوم حووخ شاهد حووخ شو أولى بوشر أو بكر مسألة إلي دنيا هو مخكر دود عدو دل بيرت خل بوصل دين ملوشن بيرت خل تين ودوره اتقول حلقة اتشين بتش عن أولى خل شقة الخايو مخنان يار رئيس يار فحومي يار Поздравляя Аймани Несиевну, гости вспоминали ее заслуги. В самое тяжелое время она была с народом, рядом с первым президентом и до сих пор остается верной помощницей и наставницей своего сына Рамзана Кадырова, который продолжает путь своего отца. Сказать спасибо за этот нелегкий и неоценимый труд и поздравить ее в Цинтарой приехали и представители Министерства внутренних дел. Deel daar is echt op ons eerste dag daar gewoon maar gaat weten daar de goede jullie man. شو بيرت كهرتنا ديكنا صوتوش مصوبوشم نخلردوش. Региональный общественный фонд, который возглавляет Аймани Несиевна, известен своей благотворительностью. Он помог огромному количеству людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Фонд и сегодня продолжает свою деятельность. За это Аймани Кадыровой сказали отдельное спасибо. С Международным женским днем поздравили и супругу главы республики. Медни Кадыровой подарили роскошные букеты цветов и выразили признательность за то, что воспитывает детей в духе ислама и народных традиций и является хранительницей домашнего очага главы республики. خصومي شادرجي وضيغلق وعادت وخصم حقل ملديش دول هما ديكش يوزدن خصم نين حقل ملديش دول هما شادرج حيزدولش دول. Медни Кадырова является вице-президентом регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, основателем и владельцем модного дома «Фердаус». За все, что она делает во имя и ради чеченского народа, супруга главы республики удостоилась самых теплых слов. مخكن بيرت قاچوت كيرتا يوقع او چاخ لط ودق مرزو يوچ عينه شي موش عينه ديكني لديوش عينه طبعا دز ديدو شو ديرل ديدو ال هذا كنير ديل ديور دق ال وش خزاخيت موكش خزاخيت حمبيرش في اخش مخكن سيدلش ادو بيوش هور سيرن يوش اش دوت وت اخاچر هول تليزر حاجر هول يوقن بوق اخونا فتشنا О первой леди отзываются как об очень скромной и благородной женщине. С первого дня, как она пришла в дом Кадыровых, Медни стала уважаемой снохой и продолжает оставаться такой, даря радость родным и близким. Поэтому ее любят и ценят. Теплые слова в свой адрес в Международный женский день услышала и сноха Кадыровых, Разет, которая, как и Медни, прекрасно справляется со своими обязанностями и уважаема.
Разия Твахарсалтаевна стала достойным членом семьи Кадыровых. Она отдала детям прекрасное воспитание. Сын Хамзат и дочь Аминат в свои юные годы, как и дети главы республики, уже являются хафизами. В течение дня дом Кадыровых принял много гостей из самых разных ведомств и со всех уголков республики, чтобы поздравить с 8 марта и сказать спасибо за все, что делает род Кадыровых для Чеченской республики. Магомед Залтмурадов, Халид Мовсаев, Магомед Мударов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. В честь праздника 8 марта свои лучшие песни в концертном зале Грозного исполнили звезды чеченской эстрады. Вместе с тем медалями «Нейнанси» «Материнская слава» были награждены матери сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении. Также на неделе ключи от квартир получили 30 остро нуждающихся семей, рассказывает Мадина Якубова. Чеченская женщина всегда отличалась от других женщин осанкой, походкой и манерой поведения. Она идет по жизни с гордо поднятой головой, зная, что под надежной защитой семьи, братьев, рода и родины. Ролик о чеченских женщинах и их месте в обществе стал вступительной нотой главного мероприятия республики в честь прекрасных дам. Открыла официальную часть празднества одна из виновниц торжества, заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижа Дулаева. Она поздравила всех матерей, сестер и дочерей с их днем, поблагодарила главу региона, который регулярно уделяет внимание женщинам республики, и передала главному гостю Рамзану Кадырову слово. وجدوه دي الشارع دك نان يش وسمنان يوا يود أتون دل دانا أو دق مصر ده أدق شدانا جودي ديش دينس ده أدويل شدان ده مصر وجه مالر دويل طبعا نقطة جودي دانا مسائل دانا سلاح بوين بزي بوهند أشي دانا ويمخكح ويمخ أردانا دقو خلونش جنا وين يخلونش جنش زمان تخيتن زمان شاح ويدحل بتشو عامد عشمال أردان أجريج أونا وسخل أجريج أودان هون وقويشينا دوتنا وسوشا ويشينا دانا بوج بيرش دان إدوك تخيل كيجينا بالع غير نعبولشينا أنا وفيدران الستركتور هو أوردان حنشوا أربل ليرش بيش بولشو دانا خل زاميلشينا تعدان أربل شو على بلغ بحشو خاني أنشينا أجري حلق دانا وخاب أربل زودري برك دان أوين قشتر موسمة تعدان تعيد شيء شرا تعدان يش بلا متكش بوش تعال شكول بلنيت تعدان أو بال بشوش يشادرك تعدي حق مش بقالش ويزودري بوش وينانو ويجري بوتن ديل دانه شو مسألة تونسيلا دو مصر الدنيا جميل زوجن تعمخ وقتي نوح تعزوج مخ وقتي أصلا وجد بز مخ هذا برهند أشي شو سن دو نلدوش وان خي دوش دانه نانو يجري تعح خلابات دان هند أشي شيء قط أنت هو مخ كان دعويل خلق أن دعويل نانو يبوي دان شيء صعب يبوي كان دعويل نانو يبوي دان هو كان صعب خلي سعيد خلي شيء دخول يز دلع دانه هم أدات دان شو موكش خلي حان شو إيش تروي برات وخلي حان باش دكاتش دانه تخاد وقت وش قوان خي دوين هالدوش نانو خي بود دان سند دانه سون تغم وين برات وياقش دقل خلق أنت دق باقي تلعدر دان دال غازت قبل دويل سير إيش كتابين دان إيش عامابين إيش دان نيز نو بع يشتغل يعني اشتغل أعمد عجين قول لي دعوة ترباتر دون أعمد عجين بوال دعور باتر تغن دونه ويبرخ داخل خرداتر تغن إيوه زمنا دونه قانية تغني حنجع وينانو إشكع يقي دون هون أشي تغن وين قش دو كيجي نخ إيخ وش دون حتى بتش حلقة تعس بويت حدول وان بيه دون حدول دون ديل دو أردول دون خلق دو أردول ويبوش دونه وكيجي نخ دونه أربوش تغن ويقش دون وكيجي نخ دونه تعس نركوتش تاع دونه قلبوش تغن نانوش دونه دق دونه أحيك دوزل سي دونه إيش لربح وقاني إلسي خيريو تندل تغن يقاني دونه بعد زود رخيصة دونه إذا واسر دلع دونه زودش كيوخ دونه تندل دونه دال دونه كون شو ده دويل دال مصر وش مالر دويل دال إيش أتو دويل مصر دونه دال دويل شو دويل ديش دونه. Здесь же указом главы Чеченской Республики матери сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении, и тех, кто еще стоит на страже порядка, были награждены медалями «Нейнанси» «Материнская слава». За образцовое воспитание детей, чья деятельность в деле защиты интересов Отечества снискала уважение и авторитет среди населения Чеченской Республики, награждаются медалью «Нейнанси» «Материнская слава» Хизриева Айна Юшаевна,
мать Хизриева Эмирхана Хайдаровича, лейтенанта милиции старшего оперуполномоченного СОБР Терек, погибшего при исполнении служебного долга в 2010 году. Чучхаджиева Ирадат Висадиевна, мать Чучхаджиева Арсана Резвановича, лейтенанта милиции старшего оперуполномоченного СОБР Терек, погибшего при исполнении служебного долга в 2010 году. Эдельгириева Малика Асхабовна, мать Эдельгириева Салмана Абуевича, младшего сержанта милиции ОВД по Урус-Мартановскому району Чеченской Республики, погибшего при исполнении служебного долга в 2010 году. Джабраилова Малика Ильясовна, мать Джабраилова Вахида Ломалиевича, сержанта милиции, милиционера 2-й роты полка ППСМ при МВД по Чеченской Республике, погибшего при исполнении служебного долга в 2010 году. Чучхаджиева Залпа Сотиевна, мать Чучхаджиева Асламбека Абуевича, сержанта милиции, милиционера 3-й роты полка полиции УАО при МВД по Чеченской Республике, погибшего при исполнении служебного долга в 2010 году. За проявление высокого примера служения семье, воспитания детей в духе патриотизма, чья деятельность снискала уважение и почет в обществе, награждаются медалью Нейнанси «Материнская слава» Шамилханова Хава Алавдиевна, супруга заместителя председателя парламента Чеченской Республики 3-го созыва Насуханова Вахи Селимовича, мать Насуханова Айсы Вахаевича, Насуханова Мусы Вахаевича, Насуханова Заура Вахаевича, сотрудников правоохранительных органов. Награждается Джавтаханова Эсет Зевадиевна, мать Джавтаханова Руслана Султановича, майора полиции, заместителя начальника 1-го отряда СОБР Терек. Награждается Вайханова Хазан Ценциевна, мать Вайханова Абусупьяна Халидовича, подполковника полиции, заместителя командира отряда, начальника 1-го отдела СОБР Терек. Награждается Айдамирова Ягита Зелавдиевна, мать Айдамирова Султана Умаровича, начальника отдела МВД России по Гудермесскому району Чеченской Республики, мать 6 детей. Продолжилось мероприятие концертной программой. На сцене выступили государственные ансамбли и известные артисты чеченской эстрады. Поздравления с 8 марта чеченские женщины начали получать еще до наступления праздника. 30 остро нуждающихся семей, где воспитываются дети-инвалиды, накануне получили ключи и документы на квартиры в Грозном. Средства на приобретение жилья были выделены региональным общественным фондом имени 1-го президента Ахмата Хаджи Кадырова. Глава республики лично вручил ценный подарок и цветы, а также поздравил представительниц прекрасной половины с Международным женским днем. Fond wordt je ziet dat hier zit, echt dan commissie nog best wel zit dan, nou was dat dit de elders dat dan, want ja dan wij van die dan, dan is is dan, het was dan zo dit zo zei ik je het al die het is schon dan zo dan is was moest we dan, kijk nog zo dat de elders zo, daar is het daar het wel dan, dat is al zijn welke teus dan, iemand anders. Так, движли dan лучше уж если да, может лучше dan. Многие из них годами скитались по съемным квартирам. Надежда на обретение собственного жилья появилась после обращения к Рамзану Кадырову. Женщины не сдерживали слезы и в один голос благодарили главу Чечни за исполнение большой мечты. Рамзаннан дел рез хилдал облса юльцер бискачнахан еллацар юльцер. Спасибо, Рамзан. Сахар. Мероприятия сегодня проходили по всей республике с цветами и теплыми пожеланиями. В Грозном встретили туристов. В честь женского дня представители комитета правительства по туризму раздали розы с открытками, после чего для гостей провели небольшую экскурсию. Полюбоваться чеченской столицей в праздничный день приехали более 400 человек. В основном это представители прекрасной половины. Порадовали виновниц торжества сценками и песнями и в Министерстве по делам молодежи. В актовом зале собрались мамы активистов молодежных клубов. Праздничное настроение поддержали выступления команд КВН и проведение различных конкурсов, после чего дамам подарили цветы. Прошло мероприятие и в администрации Урус-Мартановского района. С 8 марта поздравили матерей и вдов сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Праздник проходил и во Дворце культуры муниципалитета. Здесь также чествовали женщин, в числе которых воспитавшие кавалеров ордена Кадырова. Подарки и цветы получили все. Мадина Якубова, Дани Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости 7.
Пожалуй, самым обсуждаемым событием на минувшей неделе стала ликвидация бандгруппы равнинной части Чечни и, конечно же, сдача их главаря Зелимхана Магомадова. Не просто сдача, а явка с повинной. После переговоров с Рамзаном Кадыровым молодой человек предстал перед ним со словами искреннего раскаяния. Зелимхан Магомадов признал свою неправоту, согласился сдаться и сотрудничать со следствием. А сама спецоперация получила широкий общественный резонанс. Отмечали в первую очередь непревзойденный дар убеждения Рамзана Кадырова, благодаря которому удалось сохранить множество жизней. Репортаж Адама Хаджиева. В начале недели правоохранительные органы обнародовали информацию о том, что в поселке Войково блокирован так называемый амир равнинной Чечни Зелимхан Магомадов. При себе преступник имел стрелковое оружие и мощную взрывчатку в виде пояса. По поручению главы Чечни телефонный номер блокированного бандита был оперативно определен. Рамзан Кадыров лично связался с Магомадовым и убедил его не приводить бомбу в действие и сдаться. При этом глава республики обещал ему справедливое судебное разбирательство. حاجة أسحب عبقت عيش على ما دي بدأ أصدوش بدأ لون حاجة حديدو شو الوليان ده عبقت عدوان نسوة الوليان شو بدأ حولات قبل دي تقول حولات حول قبل دي ده عبقوا يساعدوا سونا يسنانا يسنا وصل ده حسن قلب حقيقي نعمو بيل ده تعبوا الجمال ده نوشي كحني توا نوشي حينان حني توا حيدا حني توا عايشوا حني توا حولات ده وقوبلنا توب تاش ده لقطه ده تعب بروبلم تعويض ده دون حسن استبلت غش ده حسن قلبه استبلت غش حقول فيش عند لقطه لق وجه ده لقطه تعب بروبلم تعويض حتسوي الغير حسن باش تقيته غير نسبه غير ده استوى حولات سنة أولا الصد حولات حسنا صحة دون أسبوع بقوا حنا أبرد حبقوا قوس رق عويش واحد دون قمل ديرو ده صون حسنا دون قمل ده لا لك هون قلب يقنا شو تلاقي موسى ده كده حوات وزن حسن بس قلب وقش بس وزن ده دون ولا حي قوم ده على وقش بس بدين ده على وقش أون طبعا ده كذا ده قرآن دون شو دون ده كباي من حد يشدو ده دون بقوا دخل دون تدل حولات حصاحه يكون حصاحه ما تجوش بتحس قيمة تجي دون طاوية من أو شيء لنا أجل دول ده كده ده أبرد حسن انتبه لترجم منو ده دون حصاحه ما عم توب تفش دول منو ده دون وكذا بمنتون أو شين قاعد لنا أو كذا بمنتون الله خالي خاو مش عوقي أتون قطعة دون بروبلم ما يتعوي ده سنة حولات ده سنة رمزان سام خديمة سام توا شور После того, как Зелимхан Магомадов сложил оружие, Рамзан Кадыров встретился с ним. Он поинтересовался, что побудило его пойти на преступные действия, чего ему не хватало в процветающей республике. حالاتهم مثلا ده حقيقي اساس وتهون تمنيس ولا عمر ده الدين ودعموات جالس عليه جالس ويا ده جنسك يسبق بيميلوا طوات كم امرات كوكاز هم جنيه ايش جنا لا ده شو جنوا سونا غودا وان شو عم تسوي بيت حاطط داك ده دون شو امير خل جوخ نوش ده امير سوي وات دون سينيست خلي سون خاخي ده بس ده ظلم دينا اسنو نيس نو حتى اس دين تا تاويني وما ظلم ده نو ناخ اس ده اس دون حزبنا شو حزبنا اس ده اس نيس دو تشو شاون دي اس وسيخ اخي ان ده دوخكو ولا سويتهم ده حدك وعم عن عينا ذاتي هذه اس انت عينا موت يا حب الله ما ورش ابو كاش بو ده يمنع حقوق كورتو هم هم دي سنت اللي ندرتون ده ولا وقت مسو مو يطون تدين ده وقت شو بيجي بيعمل اسمه خمسة شوي عبي بيجي بسام وين لا نندو يتساسم مش عارف لينز كده تصور ده تصور واحد تصور والله واحد هو اللي ثاني فوق بالك ايوه انت اسوي شو كله تعال ما سوي سميت خليك تروح ده صان يصيرون نيق مبيها ده عيد بلغنا وقت كده انت قبلنا ابوي دون انت هديل ده نيق لا ولا على حيدقع هديل ده هو نيق ده قبل وردو ويدون ملحو سينت يا لا حد كان سادون داوردو الا برتاد بيشات كسوت تسيش ناقه تداستون اشو دونه هو تقول بدي استقيل هشدو قبل غلط بيس ناقه فما بيدون شبك اهلو تبو بيس بيدون пенсии дол пособие долож что безработный долож что нахан школ что больный что детский сад что есть спортивный комплекс что есть мосо агоридон хубусол да модон
بوصل فيك دون بيا بوصل جنقيت روح كده شو ده هني ابو ضايع دو ما تكون دو يوصل شو دون هو دينا جماعه لا شو قران ده يوش هو دينا نفهمت از دون يقيد ديز بوش مو خرود بوصل ده قال يا حمد نلتي هو شو يا حمد نلتي هو شو كده كدي روستين دوي كدي رو منيب او كدي روستين ما يقيد ديز باخ عشان منيب او هذا كذا دي بوش حيم بودس شو حسن قلبنا دون بير زي ما ده سنه ويل نشوش بودس يعني إنسان شو صاحبش بريستادين عم نيت أصلا تشربه حلو بول شيء هو غلان بلو تيت أبا يورت تيت أيان يورت بحشناخ إني عيدلو يورت ها شو يامر خلاص شو بتش في الباكس شو دون حق ده شو يورت على يورت حلاقتنا شو نش ماخت بو دون بريستادين هو غادو بعد يشتغل هو يقبو عليه ليش بق حو دون خلق وحو دي بتبع غازت بوق ديل نقبو ديل ده هيك دي غازت بوق والله ما نقدر ديل ده بص ده دوك بيزون إذا ديل ده يالش هذه استوتشنال دوت ده هو عشان خش خلش ده هو دعي حابو يبيه حد ستانس بوح عالم شنا بوح ملوش مولو بوح يعلن دو تعدين دوتش دو بيغ ما ديل سمعت بيغ ما فيلو يقول فلنا حسيش بيغ ما فيلو بيلش أتي شو ريوغي تيو ده بيغ ما شو دي بوح أدهار هو بوح أبغى من صلوات الله بوه شادل شو ده سلام ما شاء الله شادل شو بوه السلام عليكم أنا حط إيوه السلام ده فيا وعليكم حق ويشتو الحديث ما تريدون ويدا فيا دون شاوي هو شو إيش شاوي فيدا صوخر وصبوا فيا ده سلام ما شاء الله إيش كان سير ناد إيش كان دون روز بنا خان هولد دب إيش كان عادين صلوات فيا دخلش تشيل ما بوه يبين خلش مو خزده شلويتك دون تجي مو نخوتات حيان أبريستا دوي فيل مو دون سعدة لا وجي حسبني واسد وروح ديل برخن طبعا حسبني واسد والله هاس بوي بوت باي مرتقل حلو يقر بيد المقدس سعدان لا مستود واحد تشتي تيست باي مرو بو ديل سما شدان يجي كوك بيت خوت الاولات بودان اولات من ديل جرجنا بو اشمر فو ديل بريبليو جون سي وش ديل ريز نابو لا مشتي ما رخن سي ديل ورتي قران دي صلوات لك ديل ريز نابوش üç dört vaat çiti tüsü payamır da akvati diye sorar. Çünkü ya öyle aşkıtı malik aşkıtı payamır la maz daytın. Payamır dok hadi yakın diye sorar. Zamzam khitin doğan dil adur çadin tadin bu polis da diye dağda. Ve человечек нехватает это да этого да. Уже вы doğan es do уже вы ديل baltı teacher hok eder sonra. Çünkü diye bu sal din doğanı ve ديل takwa payamır öyle aşkı öyle aşkı hundu ve Kur'an tabi bir qabul bu حد يشكاوي دون بخبط بدي ده ساعات اخي تو كذا لو غاديلت ناقص بوخ حاجه استاذ لا تسي استاذ بوغدو عربي دوست وجيت بوغدو توسن هو عامنا توسيو دون لا مسح يا خطو مرحا دون يا خطو سون بايمر ديل سما سون سو استاذ هو قران تشوح بايمر حديث يح دق شابوخشن اتشوا دوت شاتبوخشن هو دي بوتو دينا بايمر دون قوس اي بريتوس دون استغفر الله أرسل دون توب دشلي دون استغفر الله على بوسع صلوات ذكر بوعد لا إله إلا على بوسع يقوم دسامة لا مزمر هذه بوق شاد ديل ريزين ولدي بوق تو أوي دونه ها كذا لو قاعد دون مو ده بس مو ده دون سعد دون إيش دون أستاذ قابل إيش وي حاجة دون شكول عم حاول تشتغل تلونا هر هون هر ديل شين ويزرت ديل دون هيغورت ديل دال بوق درت ديل شين ريزين يقول حق الله يشو حق الله يشو حق الله يشو لو بول الله يشو دون ولا دون كنت دون ما ست كيبر دو ذاتس دون حبيك كلام دولار دون ده تو دون جواب دولار ديل عمدي ده تو دون تعبيد كنت باقي ديل عدو это человек как ты понимаешь ما غلط ادم الله دون просто بقى بايزن تو ديل شا ده ديكري ده سو كده دون سو ده موسى понимаешь представьте خدي عادل دون ده مو ديل موسى دي تمسك ديل ديل سو ده ديل تصنع دون حضان وجيس ها أولى إن بيلا بيمن تبيلا هون بيلا بعد أول شيء وجي حضانه وجا بوسه بخلوات شو ده وبوسه بخيل دانه حون نيز نيت والجن تالي يوش دوش عبرة فيصل يوش وش وشون نخلي يوش دوش حنيس فيك وش خدان حيل بس مو هذا سلام حون خامخ هم دان بس أروات عند ديتوا يشوش لابد دير حلو بوس لابد دير لابد Рамзан Кадыров недоумевает, почему молодые люди ведутся на пропаганду западных спецслужб, которые выделяют огромные деньги на антиисламскую деятельность.
любой район, глава района, кто вот делит, басан делит, шина делит, он дон, район, худ дис проблем. Ночью чует, там могу латин. هذا элементарно вот, и почему хватает, он Эмир Кавказ, حوالي جو حابين تبريت تحطون إميل دون جروزنا وحنا نجوا دون إملوا واحد هذا وقتي أخذي دو أنا ناخن بولخ مخودو ميلدو ناخير أخش دون بودجت فريمات بخودو هان يموت الخلدو هان إيش كي يوتشن أخش جلوس هان بنتي بسوا بموسو ما دون راستوش ده فكرة تجلس حاجة ده يمدو it كوبر كيس نو دلوس الأخش مسخ ده ما بقدر نعطي ده بس يا نامجر تعال بنتي تعال بسوا بتعال بول تعال سناب جات بيش تعال ماشي برادير ماشي ينشدون شكولي كو أربعة كابوكس بدون حالوش دل ما بوش كده صار هايك قدر يروح كل دون ها إيش كرست بو هم حيز مقدر تبع وفي سيفري منا إيش كيري دون دون لوش فيدرال سنتر إيش هنا ها قديش أحياك دول دوبا وهين سوغل ويديش عقد هين زيدت يعني هو دول مسخ دول هارت حاجة دون دون شيء إيش نادي دون شو بياكل بلي أوت أمن قرط يتسه بنتي بسوا قرط مو بيت إيش جنيه وجا حارم داتني دون إنولي شيء أحش سيرة شيء أحش تحلل دون بسوت فكر دون شيء لحن أي تقدر كده تحن دون دون دانا دون شو تيجي حق عمل قدر أكا أحسن إيش هذيك قشيت إيه لا دون ما صار دون بس فتح مخك كده عمر خليفة فوتين هوغلا مو خلة وش خلة هوغلا مش دوستن سالت بس يا نركب مع مير ما صار ألك قولي كده يا سيد ألف عن داس أصدق زاد دق داس خلك بس فتح عقل دون غاز دق عرب أبو بكر بغداد بيعت ده دون زال إيميلو ويخو سيرو بيلا هو ده حسين يقولوا شو كده ستوب إسلامه حيان أدو جوار زكاة وغار شو دون فتح عقل قلبه راح تبير دون سبورت أظني ما تسمع وش أبرزان فلوس شديش مش شو زكون عشبو دون تورسيا عشبو أنجليا عشبو يوروبا عشبو أويك ليه بوخ ما داخلش بودو زاني ما ماجيك ما دي حجر ما قرآن ما عام دي عشان وهي بعنش كح كي بير رجع قرآن عام وش إزر نشك دي ساعات كتيسنا بير هو شو قرآن عام دقيش شكولش كده عبوا عيلنا قاوة ناحية جدون دي ساعات كتيسنا قرآن عام ده طول دقم تيسنا منها بوصل الدنيا إيم دول خو ماجي حابوا جدون إذا ما جد بتشتي قوة جد إم دلنا سانتج غير غوليدو كسون إم دل ترغوليو أخوي أنا ولا حكون ده هد هد حقوق دول عيان ونيس ولا تجمع عيان ده حقوق ده سوية ده أصلا كودنا أخسر هون دوشوا على ده ديل ده هون دوشوا على ده إيش ده مسليني تدينا تنيس لا الدنيا ده بيت دانيش اللي عارف يكل باك عاوز عند إكس كوارت يا خلينا عن تا كده لو في الله أكبر ده ولا سيرش كده ده خب ده هو تمورة وجيت أول كلام زي اللي ما ده سألوجي هردون هو أبو شكيت تجيت يا ده استون ويسي هو ده وستون ده استون أوتي دلوك طلع ذكر ده عودي دون نص عود هروز كحلر دي سادي سيدون إيش توعطين فيلوش نحو شيء عادي ده استون فيلوش نعدونه هو ناقص رود عند دلوش على ناقص حوالي لا ده والله جدي هيبول نسيرس كده هيجي هيقال عم يلدور شو ناقص رود أبوه بيتش بوتي بيتش بتنيته سو تقول عوين ناقص راس Возвращение парня для многочисленных родственников стало большой неожиданностью. В течение 6 лет Зелимхан не появлялся в доме. Последний раз мать видела его в 2009 году. Благодаря главе республики сын вернулся домой целым и невредимым. شنت أمه تعاهم تخل شق دولي يرتخو تعم أيخين تلين إيوان يرقي إيوان تخدق ديش عش داتر يخص خيتش عش داتر ريس خيوخوت ويبرچان والله دايالها ديكانتش ديرزدن بوق تعسين قتم دو بوچر دا ديرزن دوي. В рядах бандгрупп Зелимхан Магомадов числился с 2009 года. В 2010-м его объявили в федеральный розыск по статье 208 «Участие в незаконных вооруженных формированиях». Когда казалось бы, что надежд на возвращение сына практически нет, все изменилось к лучшему. İber şey ayağın abağın bol. Sega da al derse iş imane duygu şey tsadıyla.
О подробностях спецоперации Рамзан Кадыров поделился с журналистами федеральных средств массовой информации. В своем интервью он признался, что это далеко не первый случай, когда с помощью переговоров ему удается убедить преступников сдаться. В их числе и известные главари различных банд-групп. Антитеррористическая работа в республике ведется непрерывно. Даже единичные случаи вылазки подобных преступников под пристальным вниманием главы Чечни. В своей работе Рамзан Кадыров в первую очередь основывается на религиозные ценности. Эмир равнинной части был на свободе, скрывался. Когда мы его окружили, оцепили, мы начали вести с ним переговоры. И никак он не соглашался. Потом я тоже подключился, и мы с ним поговорили. Но условие ему нужно было дать слово, что все будет, так скажем, по закону. И по-другому не должно быть. И он знает, что если мы скажем, то это будет однозначно, его будет судить по закону. Так он нам нужен был живым, потому что мы должны были знать про все, что касается безопасности города и равнинной части, потому что он был в горах, он и доверенный человек этого, так скажем, главного шайтана в нашем регионе. И хвала Аллаху, он согласился, пришел, и он сегодня с нами работает. Уже наши спецгруппы выехали с ним дальше отрабатывать специальные мероприятия. У нас нет задачи убивать людей. И Ахмад Хаджи поставил задачу спасти заблудивших парней. И мы спасали их. И будем делать так, чтобы больше никогда не пополнялись ряды этих шайтанов. И то же самое ИГ, потому что мы знаем, что в интернетах что происходит. Все можем читать и смотреть ролики, а у них психологические такие, снятые ролики, специальные, подготовленные люди, знающие работать с обществом, и они дают свои плоды, поэтому уходит ИГ из граждан России и других стран. И мы над этим работаем. И работаем только в республике, работаем там же на месте. Кто хочет вернуться, мы возвращаем его по закону, судим. И кто не хочет и выбрал тот путь, который он хочет там дальше остаться, и мы ему предоставляем такую возможность тоже. Глава республики убежден, каждая спасенная жизнь – это большое достижение. Зелимхан Магомадов хоть и приступил закон, но шанс начать все сначала есть у каждого, говорит Кадыров. Дальнейшую судьбу задержанного решат соответствующие органы. Он вроде бы умный парень, нормальный, хороший парень, так вышел и заблудился и никак не мог найти обратной дороги. Поэтому мы будем помогать ему всячески. Мы не хотим, чтобы он сидел в тюрьме, даже мне нет интереса. И если была бы моя воля, что я большинство тех задержанных, так называемых этих боевиков, шайтанов, большинство, 90% я их освободил бы. Потому что ситуация была у нас другая, военная ситуация. Международный терроризм развивался годы, и, можно сказать, больше 10 лет. И без власти, в религиозном соображении выиграли борьбу эти шайтаны у нас в республике. Зашли федеральные структуры, мы создали, так скажем, такой, некомфортной ситуации, и неопределенность большинство заставило уйти в лес и выбрать неправильный путь. Поэтому, если моя была воля, можно было амнистировать тех людей, которые были, тогда в трудные дни в нашем регионе, в народе, вышли, взяли в руки оружие, их амнистировал бы, потому что мы должны понять ситуацию, чтобы спасти людей. Я знаю, что в руководстве государства нигде нет такого, что в законе написано, чтобы не допускали ошибки, чтобы не нарушали права людей. Это все в законе, и не хотят никто, сажать, наказать людей. И поэтому мы за то, чтобы люди жили мирно, трудились, чтобы они были у своих родителей всегда рядом. Для них они дети, для них они любимые. Поэтому и мы должны все для того, чтобы делать все для того, чтобы не отобрать у них детей, чтобы они всегда были вместе, чтобы они радовались жизнью. И так мы мало живем. Таких я много задерживал. Даже с Дагестана привез двоих, которые готовы были стать камикадзе и убить меня. Я их привез, я у них спрашивал семейное положение. Один говорит, что отец умер, брат болен, а мать уже нужно 50 тысяч рублей, чтобы делать операцию, и она зрение теряет. Я им по 100 тысяч рублей дал, повез домой, отправил. Я говорю, будь рядом с мамой, помоги брату. Я говорю, это будет тебе
от Всевышнего больше будет польза, чем убить меня. Я таких много отпускал и помогаю, и дружу с ними. Ну, если у меня будет злость личности, знаешь, то я не на пути Всевышнего. Он уже стал на правильный путь. И он уже понял, что он был неправ, что он трудился не на той направлении. И сегодня он готов с нами служить. Он уже служит с нами. Он уже выехал, уже работает, уже есть результаты. Когда отправлялся в горы, думал, что тем самым приближусь к довольству Всевышнего, но через некоторое время понял, что его путь направлен против религии и народа. Зелимхан Магомадов глубоко раскаивается о своем прошлом и призывает не поддаваться лжеидеологиям. Зелимхан Магомадов благодарит главу республики за то, что дал ему шанс исправиться и вернуться на истинный путь. Именно его слова заставили его сложить оружие и сдаться. Зелимхан призывает последовать его примеру и не приносить зло как религии, так и своей республике. Так, хейзуруй, вюруй, ютеруати, хардирдуй, вождирду, багдад, шун, гуштушун, айс убедиться динашун. Ба Аллах Рамзана, чо, каниет миушун, дик, выпачаушун, дик на остушун, галушчаур на оста дяшушун. Шавюша даже, шавюру, штага даже, вольша отцол. Со, каниетам бяшпушун. إنسان يجا وين صوص بالله وات يتصوت يأخروا يتسخ تعديل وجن ده مون المني سويتلون إنسان بيشونا بويتلون داس. Выйти на Зелимхана Магомадова позволила слаженная работа правоохранительных органов, отмечает заместитель министра внутренних дел Абти Алаудинов. Она же позволила провести и удачную спецоперацию, в результате которой удалось избежать жертв среди мирного населения. После того, как он сдался, по сути своей, мы узнали очень много подробностей, тонкостей, значит, о готовившемся и теракте, и о действиях боевиков, мы его называем иблисское государство, направляют сюда денежные средства для того, чтобы были совершены теракты. Ни для кого не секрет, что слова главы республики никогда не расходятся с делом. Это знают как друзья Рамзана Кадырова, так и его враги. Поверил в него и Зелимхан Магомадов. Его история со счастливым концом вызвала широкий резонанс в обществе. Федеральные СМИ моментально подхватили новость. Глава Чечни Рамзан Кадыров на деле продемонстрировал, насколько владеет даром убеждения. Всего один разговор по телефону, и боевик сложил оружие. В Грозном сдался властям один из главарей банподполья Зелимхан Магомадов. Мастер слова, посол мира, дипломат и психолог. Именно под такими заголовками публиковали материалы об успешной спецоперации ведущие информагентства и телеканалы. Всего по этой теме вышло несколько сот новостных публикаций, а количество посмотревших кадры переговоров и дальнейшего общения Рамзана Кадырова с Магомадовым исчислялось десятками тысяч. Новость из Чечни обсуждалась во всем мире и, как всегда, особенно активно в соцсетях. Горжусь тем, что на Руси есть такие люди, как Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Эти люди – патриоты России. Рамзан горой стоит за Русь. Рамзан Кадыров молодец, спас жизни людей и убедил террористов в своей правоте. В пух и в прах разбил духовные аспекты террористов. Респект вам, господин президент. Рамзан – прекрасный дипломат. Просто поговорил по-мужски и убедил парня, что сила в правде. И как верующий человек не стал проливать кровь другого мусульманина. Дар убеждения Рамзана Кадырова в очередной раз помог вывести на правильный путь еще одного молодого человека. Поступок главы республики красноречиво подтвердил смысл выражения «сила в правде». Общество единогласно поддержало Рамзана Кадырова. إيش مصو حتقبل ديك خردر سونج أو ديك خيط قنت إيرا علشان نيس اللي واش بوش أص نيقت إير دعوة أصوي فتش بوق دين تأخوي وش إيش قنت إيرا دل حش دو سوق سليل دياش خزوي فتش بوق دياش سوين وعي غير دياش سغلش صاوهم بوش سغلش إيش مصو نيستل وش برت بوش ديك داحش بقى خيتر سونج أو سين داولا دا نانا سين يشوش سديال خوش ادعوا والكنا وات اتيبو سك بارت والر
أوسيفن ليرم ناخي حوشلر دقم دق. Подобные телефонные переговоры с преступниками в практике Рамзана Кадырова далеко не первые. Беседа им проводилась даже с известными главарями бандгрупп и имела успех. Главный его аргумент в ходе общения с такими людьми – это знание религии. Именно основываясь на Коран, он доказывает преступникам ошибочность их пути и дает шанс исправить это. К Зелимхану Магомадову нет никакой ненависти, отметил Кадыров в интервью СМИ, добавив, что он, как глубоко верующий человек, не имеет права на личную неприязнь. Глава Чечни подчеркнул, что он идет по пути своего отца, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. А это путь Корана, Сунны, закона. Ахмат Хаджи вывел из леса и вернул к мирной жизни более 7000 человек. И глава Чечни в этом ему помогал. Ходил в лес без оружия, встречался с главарями, убеждал сдаться властям. Ни один из них не примкнул повторно к бандитам. Более того, сотни бывших боевиков стали шахидами, воюя против террористов. Они награждены боевыми орденами, получили звание Героев России. Команда Кадырова никогда не ставила перед собой цель исключительно уничтожать бандитов. Для них всегда были открыты двери в мирную жизнь через судебное разбирательство. Магомадов активно сотрудничает со следствием и оперативниками. Он готов оказать помощь в борьбе с теми, кто замышляет зло. И самое главное то, по словам Кадырова, что делает он это не из-за трусости, не из-за боязни перед смертью, а услышав главу Чечни и осознав ошибочность своего пути и верность пути команды Кадырова, ведущего чеченский народ к благу. Адам Хаджиев, Абубакар Зубайраев, Новости 7. Басманный суд Москвы санкционировал арест Заура Дадаева, подозреваемого в причастности к убийству Бориса Немцова. Напомним, его задержали в ночь на субботу за пределами Москвы по подозрению в причастности к убийству Немцова. На своей странице в Инстаграм глава региона отметил, что знал Заура как настоящего патриота России. Он был военнослужащим, имел звание лейтенант, занимал должность заместителя командира батальона. Особенно он отличился в спецоперации вблизи Биноя, когда ликвидировали банду террористов. Награжден орденом мужества, медалями за отвагу, за заслуги перед Чеченской Республикой и благодарственным письмом главы Чечни, подчеркнул Кадыров, добавив, что ему непонятны истинные причины и мотивы увольнения Заура из рядов внутренних войск. По информации СМИ, он подтвердил свою причастность к убийству Бориса Немцова. Рамзан Кадыров поручил секретарю Совбеза провести расследование обстоятельств увольнения Заура. В любом случае, если суд подтвердит вину Дадаева, то, убив человека, он совершил тяжкое преступление, считает глава региона. Однако, по его словам, он не мог сделать и шага против России, ради которой многие годы рисковал собственной жизнью. Таким же храбрым воином был и Беслан Шаванов, погибший накануне при попытке задержания. Кадыров выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование, которое покажет, действительно ли виновен Дадаев и что на самом деле послужило причиной его поступка. И к другим темам. Убеждать в том, что они выбрали опасный как для них самих, так и общество, путь главе республики пришлось так называемых аптечных наркоманов. Рамзан Кадыров лично встретился с молодыми людьми, задержанными за потребление психотропных препаратов, а также их родственниками. В ходе разговора он в очередной раз призвал ребят стать на путь истины. Увлечение психотропными и другими сильнодействующими препаратами рано или поздно приводит человека к более тяжелым наркотикам. Поэтому сейчас так важно искоренить этот порок из чеченского общества, отметил глава республики. В стенах центральной мечети «Сердце Чечни», где и проходила эта встреча, все собравшиеся произнесли тобу, раскаялись в содеянном и пообещали больше не связываться с наркотическими веществами. Такой актуальности проблемы наркомании для чеченского общества не имела бы, подчеркнул Рамзан Кадыров, если бы родители следили за своими детьми. Поэтому родственников задержанных глава республики еще раз попросил уделять больше внимания вопросу воспитания.
حتى حاجة ما تقولش بس إدوه زيز تقولش ده شدين دوكيت غير خن ده أبيجن بدون نبيش حالة ده أبيجن بدون لبوق لوش لدوق لوش ده إبتشوش دون واقف لازم نرجع أكادون نانت دوق لوش دون أتل شادون دوق إيجو شا أتل شحيدو شو أكادون دوق لوش نان مو يلقو ده يلا ده سي مو ده أردو شيء ده كيف مو يعرف دون ويعزف ولا يبيت دون أوزيش شيء بير شوف ناقص خلنا نستويش شوف بالبطي بيش تيوريات شو تيوريات أكل وكل تسخن تعيش وتش ما دوي دون والله استيقظ والنقطة شيء واحد والله شبيه من ده نركب عني خدمات أو تكليد خدمات ويوصل بيشانشوت أوضع عم بيموت عند الناس. Профилактическая беседа с ребятами, употребляющими наркотические и психотропные вещества, и их родителями прошла в селении Алирой. Всего за потребление и реализацию запрещенных в свободной продаже веществ здесь было задержано до 40 человек в возрасте от 18 до 23 лет. На встрече отметили, что это новое зло, которое проникает в чеченское общество, а работа по искоренению необходимо проводить совместно родителям и обществом. ما سينش ما بوش تال أول يكرو ولا بالبخوق على بعض سوم ولا يدق ظلم مدو هرش قوش بولش بو السرقة على سيسرا شن بس نشنا ولا كيجي نعدون خد يوريوس حجار دون تخبك اللي دايم قدرت دير تعدوش كل دوش بقيش كيجي دايم وش بودا وش بيت بيلبو العار أشياء ثم بيت بيربوتي ثم وقر دوتي مجيء دوتي يتسمجيش دالش ودوحل دوش وينسسوا دوش ظلم داتي. Уже перед пятничной молитвой в центральной мечети Алирой Салман Закриев выступил с обращением к местным жителям. Он отметил, что все жители района в республике должны быть заинтересованы в воспитании подрастающего поколения. يبوه ويدار زمان مديبو ديها دفعان ويرد رب رد بس هذا شو بتشي رد ويرد رب لا تصدق شيء دول باش نخدع أهل يشوف ويلعب ويدايش بريد يوم تسوي شيء رب ما يبينا تمام ويش باص وما كمل بعد هو بيدير وين تمام ده تبغى يعمل بوين كيدك يخير. На этой неделе по поручению Рамзана Кадырова объявлен конкурс на лучшую школу в Чеченской Республике. При выборе общеобразовательного учреждения будет учитываться в первую очередь, конечно же, уровень знаний. Как учителей, так и учащихся. И то, насколько придерживаются здесь обычаев и традиций. Лучшая школа, которую выберет независимая комиссия, по словам Кадырова, должна стать примером для остальных. Чествование победителей пройдет в рамках большого праздника, где учителей поощрят денежными премиями. А на телевидении пройдет цикл передач, посвященный им. Вопрос качества образования глава республики поднимает не в первый раз. За эти годы сделано многое. Однако нужно стремиться к большим показателям, говорит Рамзан Кадыров на встрече с министром образования. Не обошли тему подготовки к единому государственному экзамену и абсолютной прозрачности в его проведении. Сегодня в регионе работают ситуационные центры, которые в режиме онлайн контролируют процесс сдачи экзамена. В случае каких-то нарушений педагоги созваниваются с организаторами. Ситуацию в самих аудиториях отслеживают и многочисленные наблюдатели. В качестве образования هیچ موقع چلو دان دارم. مثلا که یلر باخی دکا یه موقعی چیم بیش بود. دانکا گود چک مودوش شو چیب ندام. کاش توش نم. ده اسلام برامج بقول حالا یدین الجساس نگزم ده ما در کنترل حضر ما عندوش هذا إن شاء الله أستاح وميل نوعية متعيو عرس وشق دولت خد له حد ستاح هذا إن شاء الله تخيش خيل دعاء تخيش بالنا أصل خيل دعاء شتدعاء أو سيجع بوا بيشبال قوس ممكن ممكن ميزان سيجع مول بال بيجي بيكريتينا
Отсюда он сердцем бомбиш, был ходер ватч, организатор, что и был лохица бин царный семинар, еще позже кел амош и цауоиш. Так просто таком договориться один царь, свой массу пункты одно, самый современный камер, что IP камер, что швейцар, где-то к маю, начало месяца, там выше. Образованию сегодня в республике уделяется самое пристальное внимание, улучшается материально-техническая база учреждений, возводятся новые школы. Только в этом году их планируется открыть 27, 8 из них заработают уже к началу нового учебного года. Труд педагогов стимулируется, ежегодно для них проводятся профессиональные конкурсы. В этом году в республике пройдет новый конкурс, призванный выявить тройку лучших общеобразовательных учреждений Чечни. Лучшая школа, показатель, да, полностью, да, директор, да, и чтобы, да, вот первое, второе, третье место, да, да, и в конец года, именно, праздник, да, вот, кейчар, да, цан стих, ильдеш, эшер локшдон, так, да, цан мосу учитель, учитель, да. Следом за поручением главы республики в Министерстве образования приступили к разработке положения о конкурсе. Лучшая школа должна стать примером образцовой учебной работы, духовно-нравственного воспитания. Важную роль в отборе будет играть и общественная оценка школе. Мы, в общем-то, будем смотреть на то, насколько, в общем-то, обучающиеся от этого учреждения, значит, сотрудники, педагогические работники данного учреждения соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Значит, в принципе, здесь будет учитываться, значит, их результаты в олимпиадах различных, в научно-практических конференциях. Значит, будут учитываться срезы знаний. Конкурс лучшего образовательного учреждения будет проходить в течение всего года. Вопросы формирования жюри решит рабочая группа. К конкурсу планируется привлечь независимых экспертов. Новый проект должен помочь решить целый комплекс задач. Он способствует моральному и материальному стимулированию работников образовательных учреждений. Сегодня в республике насчитывается более 450 объектов общего образования. 18-я школа Грозного – одна из претенденток на участие. Конкурсы подобного рода, они мотивируют весь наш коллектив, весь наш состав. Конечно же, это отражается на наших учениках. Они тоже как бы мотивированы. И мы, конечно же, очень благодарны, что подобного рода конкурсы проводятся. Мы чувствуем поддержку нашего правительства. С момента восстановления учебной деятельности в 2002 году школа достигла значительных успехов. За годы работы она принимала участие во многих конкурсах и соревнованиях. Входит в число образовательных учреждений, где развернута деятельность стажировочных площадок для обмена опытом учителей республики. Ребята, сегодня мы с вами будем изучать еще одно произведение о животных. Таисия Мусаева учителем начальных классов работает 23 года. Последние 8 трудится в этой школе. Это бесценный опыт, уверена педагог, поделиться которым позволяют стажировочные площадки и встречи с другими учителями. Мы часто применяем интерактивную доску, различные тренажеры по предметам и на уроках математики, и на уроке русского языка. Детям нравится работать. Мы часто применяем работу в группе, групповую работу, где дети, каждый проявляет себя. Впереди у учителей целый год. За это время независимая комиссия будет посещать уроки, проверять учебно-воспитательную работу, уровень организации которой и покажет, насколько грамотно поставлен процесс обучения в каждом из образовательных учреждений. Для учителей конкурс «Лучшая школа» – это возможность показать не только профессионализм, но и достойно представить свое образовательное учреждение. И если до сих пор педагоги ставили оценку знаниям ученика, то сейчас уже школа получит свою оценку. А вот какую – покажет конкурс. Элина Халидова, Руслан Яхьяев и Абубакар Забараев. Новости 7. Закон о бесплатной приватизации жилищного фонда Российской Федерации, принятый еще в 1991 году, продлен до 1 марта 2016 года. Информация о том, что ее собираются завершить к концу года, вызвала большой ажиотаж среди населения. Однако, узнав, что бесплатную приватизацию продлили еще на год, многие успокоились, но поняли, что лучше как можно скорее получить документ, подтверждающий право на собственность. Таким образом, по данным мэрии столицы, около 90% жилья уже перешло в собственность граждан, а оставшиеся 10% смогут это сделать до начала следующей весны. Насколько сложна процедура и какой перечень документов необходим, узнавал Магомед Салтамурадов.
В этом доме Люба Дударова живет уже 25 лет, но собственником жилья женщина стала только недавно, когда наконец решилась серьезно заняться приватизацией. Крышу над головой все это время семья Дударовых снимала по договору социального найма. Когда узнали, что бесплатная приватизация заканчивается в 2015 году, боясь, что не успеют, решили больше не тянуть резину и стать собственником жилья. Несколько лет назад Буцаевы получили двухкомнатную квартиру на новостройке Грозного, но из-за бумажной волокиты, связанной с вводом в эксплуатацию дома, право на приватизацию семья получила только в конце 2014 года, когда до ее завершения осталось только 2 месяца. Когда стали собирать необходимый пакет документов, поняли, что не успевают к сроку. Чтобы получить даже простую справку, из-за ажиотажа целыми днями приходилось стоять в огромных очередях. Супруги очень обрадовались, когда узнали, что у них еще целый год на то, чтобы стать собственниками квартиры. Кинч оғыл қилақтан да рейс қилатсан положение хажне продлительно да документ вартон хачу хандол квартир хилар. Бесплатная приватизация жилья в России началась в 90-х годах. Эту реформу называли самой человечной из всех, что были приняты на фоне развала СССР. Закон разрешал передавать собственность, квартиры, комнаты в общежитии и другие жилые помещения, которые находятся в муниципальном, федеральном или ведомственном жилищном фонде. В середине 2000-х годов приватизацию хотели завершить, но из-за того, что огромное количество людей еще не успели оформить на себя квадратные метры, государство отсрочило эту дату несколько раз. Вначале до 2006-го, потом еще на 4 года, до 2013, 2015, а теперь уже и до 2016 года. Согласно официальным данным, в Чеченской Республике 24 миллиона 366 тысяч квадратных метров жилья. Сколько из них уже приватизировано, говорить сложно, так как за время войн в Чечне большая часть архивов утрачена. Год раз администрация районов и мэрии сдают отчеты по приватизированным жилым помещениям. За 2014 год, значит, у нас приватизировано по республике 2115 жилых помещений. В столице республики, как утверждает мэрия, примерно 90% жилищного фонда города уже перешло в частную собственность. Оставшимся горожанам власти советуют поспешить и не ждать окончания срока бесплатной приватизации. У нас, как бывает, в самом конце мы начинаем все бегать, и бывает наплыв документов, наплыв граждан. Чтобы этого не было, просьба была, чтобы они собирали документы, подавали. Право на бесплатную приватизацию имеют все граждане Российской Федерации, но только один раз. Собрать необходимый перечень документов для этого можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами юристов. В первом случае вы сэкономите деньги, но потратите свои нервы и драгоценное время. На руках у вас должен быть правоостанавливающий документ на квартиру, ордер, либо выписка из протокола жилищно-бытовой комиссии или договор социального найма. Нужно получить технический паспорт жилого помещения в БТИ или кадастровой палате, справку о составе семьи, справку о том, что вы ранее ничего не приватизировали. Также потребуется копия лицевого счета. В принципе, и все. Если имеются члены семьи, то есть дети, муж, жена, супруги, взрослые родители, то жилое помещение может быть приватизировано в общую долевую собственность. При правильном подходе пакет документов можно собрать всего за пару дней, а на то, чтобы рассмотреть их и в конечном счете приватизировать жилье, в среднем уходит до 2,5 месяцев. Тому, кто хочет оформить право собственности на жилье, лучше не откладывать этот вопрос в долгий ящик. Останется ли бесплатная приватизация после 1 марта 2016 года или все же завершится, пока не ясно. Не исключено, что государство ее больше не отсрочит. В таком случае вполне возможно, что гражданам предложат выкупать квартиры по стоимости, приближенной к рыночной. Магомед Салтамурадов, Магомед Мударов, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. С 1 марта 2015 года вступил в силу федеральный закон о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации. Принятые поправки не только предусматривают введение в рыночный оборот неиспользуемых федеральных и муниципальных земельных участков, но и призваны значительно упростить процедуру получения и оформления земель. Нововведения касаются как юридических, так и физических лиц. Обо всем подробнее в своем интервью нам рассказал директор Департамента земельных отношений. Еще летом прошлого года был подписан федеральный закон о внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации за исключением каких-то постановлений и актов. Ну и положение. Он вступил в силу уже с 1 марта нынешнего года. Расскажите, пожалуйста, о чем гласит данный закон и что в первую очередь необходимо знать желающим приобрести земельный участок. Сама процедура предоставления земельных участков в Земельном кодексе так сильно не претерпела изменений. Многие статьи были исключены. Вместо них включено очень много новых статей. Ими
как бы изменен порядок предоставления земельных участков. Таким вот образом, в основном, что бросается в глаза, это лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участка, должно будет предварительно обратиться о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Это может быть и в отношении того участка, который предстоит образовать, и даже тот, у которого предстоит провести уточнение границ земельного участка. Таким образом, может обратиться любой гражданин с приложением схемы. Соответствующим органом будет произведено принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Срок такого решения составляет 2 года. И в дальнейшем по осуществлению этим гражданином или заинтересованным лицом работ по межеванию или уточнению границ происходит дальнейшее предоставление земельного участка на испрашиваемом им праве. Вот расскажите, пожалуйста, если уж человек вознамерился запустить какой-то промышленный объект, либо построить здание, ему в первую очередь, конечно, необходим земельный участок. В этой связи новый закон как-то упрощает эту систему, особенно связанную с бумажной волокитой, как правило, она занимает очень много времени. В принципе, для того, чтобы избежать этой бумажной волокиты, многими законами там внесены полномочия, возможности граждан обращаться в электронном виде предоставления земельных участков посредством сети интернет. Опять-таки, это различные запросы с государственного кадастра недвижимости, с Росреестра. Это все тоже может быть произведено в электронном виде. Законы стремятся к тому, чтобы избежать этих бумажных волокит. Но, однако, все-таки для предоставления земельного участка слегка потрудиться нужно будет. Расскажите, пожалуйста, после того, как земельный участок перешел либо в частные, либо в коммерческие руки, отслеживает ли государство, насколько правильно используется земельный участок, и в случае нецелесообразного использования, что предпринимается вами конкретно? Соответственно, проводится мониторинг по их использованию этими лицами на предмет соответствия с разрешенным использованием. На что у нас есть специальные представители, это наши специалисты министерства, представители в каждом районе муниципальном республики, с помощью которых и отслеживается разрешенное использование переданных в пользование гражданам и юридическим земельных участков. Соответственно, тот земельный участок, который используется не по назначению, в отношении данного пользователя земельного участка принимаются соответствующие меры, вплоть до изъятия земельного участка обратно в казну республики для последующего предоставления заинтересованному лицу в целях его эффективного использования и пополнения бюджета республики. Благодарю за то, что вы согласились дать нам интервью. На все вопросы мы получили довольно исчерпывающие ответы. И коротко о других новостях минувшей недели в нашей рубрике «Экспресс-7». Ситуация в сфере здравоохранения обсуждалась на встрече главы республики с руководителем ведомства. Муса Ахмадов рассказал, что по итогам минувшего года в республике наметилась хорошая тенденция снижения младенческой смертности, туберкулезных и сердечно-сосудистых заболеваний. Министр также сообщил, что больницы полностью оснащены диагностическим оборудованием. На бесплатный гемодиализ в Грозный приезжают даже больные из других регионов. В свою очередь, Рамзан Кадыров призвал больше внимания уделять проблеме обращения персонала лечебных учреждений с пациентами, отметив, что по данному поводу наметились некоторые замечания от граждан. Поведение и моральный облик чеченской молодежи в Москве. Этот вопрос глава республики обсудил на встрече с депутатом Госдумы Магомедом Селимхановым и председателем Союза чеченской молодежи Москвы Рустамом Топаевым. По словам Рамзана Кадырова, молодые люди должны стать примером для подражания. В ходе разговора было отмечено, что сложившиеся стереотипы вокруг чеченской молодежи практически искоренены. За 1,5 года не поступило ни одной жалобы из вузов регионов России, где проходит обучение выходцы из Чечни. Рамзан Кадыров призвал ограничить доступ детей к социальным сетям, и в частности в WhatsApp. В интервью Live News он рассказал, что эти виртуальные механизмы активно используют вербовщики экстремистских групп, поскольку большую часть времени молодежь проводит там и воспринимает эту информацию как единственный источник, а этим умело пользуются деструктивные силы. Как отметил Кадыров, по мнению многих, именно посредством социальных сетей были организованы перевороты в арабских странах.
В Грозном скоро появится крупный жилой комплекс в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». На неделе Рамзан Кадыров проинспектировал стройплощадку. Ответственный за работу министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Муслим Хучиев рассказал главе региона о том, что всего строится 6 секционных домов, которые обеспечат 52 тысячи квадратных метров жилплощади. В этом году планируют сдать один 7-этажный дом на 56 квартир. Хучиев подчеркнул, что возможность оформить в ипотеку жилье эконом-класса окажется значимым подспорьем в социальной политике. Также на этой неделе глава Чечни побывал на месте возведения здания танцевального ансамбля «Нухчу». Министр культуры доложил главе региона о масштабах будущего объекта. По его словам, таким зданием не может похвастаться ни один танцевальный коллектив страны. Ну а на время строительства и репетиции ребята могут проводить в здании ансамбля «Войнах», который также готовится к открытию. Рамзан Кадыров встретился с чемпионом международного турнира UFC-3 «Время чемпионов» Шамилем Завуровым, представляющим республиканский спортивный клуб «Ахмат». На турнире смешанных единоборств в Ярославле он одержал победу над Сергеем Фалеем. Глава республики поблагодарил его за зрелищный бой, а Шамиль Завуров в знак уважения передал пояс победителя Рамзану Кадырову. И смотрите во второй части нашего выпуска. Им присуще чувство патриотизма и твердая гражданская позиция. Глава республики встретился с активистами детско-юношеской организации имени первого президента. Как пополняются ряды? Закон, порядок, Ребята делятся новыми идеями, руководство всячески поощряет. Посторонним вход запрещен. В подъездах многоквартирных домов Старопромысловского района устанавливают кодовые замки. Коды этих замков необходимо держать в секрете. На что жаловались жильцы? И куда обращаться, если требуется ремонт или возникла экстренная ситуация? Городской портал «Доступный город». Отныне в музыкальной культуре Чеченской Республики будет 3 жанра – Илли, Эшер, Дешмукам, а за содержанием и исполнением песен будет следить экспертный совет. Чем была вызвана необходимость? И как работает специально созданная комиссия? Юные, но уже заявившие о себе как приверженцы твердой гражданской позиции и патриотического настроя. На неделе Рамзан Кадыров встретился с активистами детско-юношеской организации имени первого президента и с их куратором. Глава республики интересовался планами ребят, те, в свою очередь, озвучили новые идеи. Беседа получилась довольно живая. Рамзан Кадыров, в свою очередь, напомнил основные принципы, которые должны ложиться в основу их деятельности. Напомню, само движение «Юные кадыровцы» было организовано в 2009 году. Тогда это были школьные отряды. Со временем ребята объединились под одним знаменем. Подробнее Элина Халидова. И хотят быть первыми во всем и всегда. Впервые о патриотическом движении юные кадыровцы заговорили 6 лет назад. Ровно столько времени прошло с момента создания таких отрядов из числа учащихся школ Чечни. За годы количество участников возросло до 3000. На встрече со своим советником и куратором школьных отрядов Аяном Жумашевым глава республики обсуждает деятельность организации и успехи ребят. По словам Жумашева, число школьников, желающих вступить в движение юные кадыровцы, постоянно растет. Такие отряды есть в каждой школе региона. Ребята самостоятельно проводит мероприятия самых различных форм. Движение «Юные кадыровцы» – главная цель – пропаганда пути имени Ахмата Хаджи Кадырова, по которому развивается сегодня вся республика. Мы объясняем молодежи, доносим, что Ахмат Хаджи Кадыров хотел, чтобы молодежь была духовно-нравственная, культурная, спортивная, образованная. Проводится по этой работе по 5 направлениям мероприятия, акции, флешмобы, различной сложности на школьном уровне, на районном, на городском и, в общем, на республиканском уровне. Дети – это наше сегодняшнее и будущее, поэтому они должны знать, что если они сегодня участвуют в развитии здорового образа жизни, то они уже в перспективе на завтра себе готовят место, да, вот как патриоты, как те люди, которые могут управлять, там, так скажем, в районах, селах, министерствах, ведомствах. Мы должны днем и ночью с ним работать. Я желаю вам удачи.
Тема деятельности патриотического движения «Юные кадыровцы» не закончилась простой встречей. Рамзан Кадыров решил лично побеседовать с ребятами. Молодое поколение, собравшееся под знаменем имени первого президента, должна стать примером для подражания и эталоном целеустремленной и умной молодежи, способной справиться даже с самыми трудными задачами, отметил Рамзан Кадыров. Вера, духовность, патриотизм, убеждение в общем, это главные качества человека. Амал аджахи. Я отсюда дона. Ценит я. So bilgo бяка морхуня дона. Дина буса виш оч дона. Ахег. Все общем дона. В целом дона. Халец дона. Общий подход дона. Отельцу дона. Фундамент. Заложитель бандуш дона. Вы по всем направлениям у нас самая благоприятная ситуация в России, так сказать. Гордое имя «Юные кадыровцы» заставляет ребят быть лучшими. Это и хорошая учеба, здоровый образ жизни и активная общественная деятельность. Быть образцовым примером для тысяч школьников, как и они. Юные кадыровцы решили рассказать главе республики о своих планах и проектах. Здесь и массовый урок с участием Рамзана Кадырова, и идея создания школьной мэрии, которая объединила бы все городские образовательные учреждения. В мае месяце мы проведем съезд всех юных кадыровцев нашей республики, где вы предоставите нам урок. Ну, примерно то же самое, что мы делаем здесь, только уже в большом масштабе. Все, я готов. Особую роль патриотическому движению имени Ахмата Хаджи Кадырова как проводников политики руководства республики Рамзан Кадыров отвел в деле воспитания достойной и здоровой молодежи. Будучи сами школьниками, участники отрядов способны лучше находить диалог с подростками, увлекающимися наркотиками. Вы должны помогать школьникам, системе, и гальвель, и вылцевалить. Более не только снимать ролики и призывы, ну делами реально. Если он где-то что-то не то делает, но это личная смелость, воля и что-то. Если ты начал, он стал на это, ты должен до конца идти. Дишадуш, омс балабуш. Он канидон, ирси храла, что хиллер уже результаты. Не говоря о 3000 дон, вот 16-15 человек дон, единомышленников, это уже большой результат. Здесь же прошло и награждение. Ребята получили грамоты и денежные премии от главы республики. А руководитель организации Аян Жумашев награжден медалью за заслуги перед Чеченской республикой. У этого движения есть большое будущее. Есть перспективы, потому что нескольких ребят, лучших ребят мы уже трудоустроили помощниками глав районов, именно курирующих школьную тематику. Все ребята, получается, по своим направлениям, которые они занимаются, они прикрепляются к тем должностным лицам, которые занимаются именно уже во взрослой среде. Прикрепляются, знакомятся, они реализуют уже совместные проекты. И мы сейчас хотим, что движение «Юные кадыровцы», именно идеи юных кадыровцев закрепились и у них сейчас в этом периоде, и чтобы уже во взрослой жизни через несколько лет они стали достойными, каждый из них стал достойным помощником главы республики. Перед участниками патриотического отряда школы номер 18 тоже много задач. Первым делом, придя в школу, девочки и мальчики одевают символику юных кадыровцев – зеленые галстуки и платки вместо привычных темно-синих. Теперь главное распределить обязанности. Обязательно у двери должен кто-то стоять, чтобы не запускать учителей, там ребят, чтобы для них это было сюрпризом. Сценарий нужно подготовить. Да, и ребят нам надо максимально подготовить, потому чтобы у нас все было шикарно. Перед ребятами задача организовать праздничное мероприятие. Всю основную работу берут на себя юные кадыровцы. Иман Нанаева в этом отряде лидер. Помогаем ученикам проводить там сценки, советуем или что как не так, там что-нибудь подсказываем свое, делимся мнениями своими разными. У каждого участника этого движения есть свое направление: интеллектуальное, художественное, духовно-нравственное, спортивное. И каждый распределяет свои обязанности именно по своему направлению. А вот Магомед Яхьяев отвечает за спортивное направление. Все мероприятия этого характера принимает на себя он. Юноша гордится своим статусом. Мне нравится помогать учителям, другим ребятам. Можно сказать, я испытываю гордость за участие в патриотическом движении «Юные кадыровцы».
Юные кадыровцы полны оптимизма и планов. Перед ними открыты огромные возможности быть не только полезными, но и набраться редкого опыта и умений управленцев и наставников для более маленьких. А значит, и добрые традиции преемственности поколений не прерываются. Элина Халидова, Магомед Мударов и Абубакар Збайраев. Новости 7. Глава республики на неделе расширил географию своего присутствия в социальных сетях. Теперь Рамзан Кадыров и ВКонтакте. О своем решении завести аккаунт самой популярной соцсети Рунета глава региона сообщил в приложении Instagram. Он отметил, что новые странички будут уделять серьезное внимание. Также, по словам главы республики, это соответствует и намерению поддерживать российские сети и вообще отечественного производителя. Отметим, что платформа этой сети разработана российскими программистами. Все серверы, на которых располагаются данные, находятся на территории России. Всего в сети зарегистрировано более 250 миллионов страниц. Суточная аудитория этой площадки превышает 70 миллионов человек. Рамзан Кадыров до этого оставался одним из самых открытых политиков России. А после регистрации ВКонтакте значительно расширит масштабы своего общения. Руководство этой сети также прокомментировало эту новость. Я рад приветствовать Рамзана Ахматовича Кадырова как пользователя социальной сети ВКонтакте. ВКонтакте является самой популярной социальной сетью в России. Уверен, что ВКонтакте продолжит предоставлять самый оптимальный и удобный коммуникационный сервис для жителей Чеченской Республики. Уже в первые минуты после того, как Рамзан Кадыров поделился этой новостью, количество его подписчиков ВКонтакте достигло 3000 человек. Эта цифра увеличивается с каждым днем. К концу недели она приблизилась уже к 80 тысячам подписчиков. Кроме того, глава региона заявил, что отныне он и его друг, российский рэпер Тимати, будут пользоваться только ютафоном. До главного спортивного события этой весны в Чечне Грозная битва остается несколько дней. В Грозном практически все готово к международному турниру по смешанным единоборствам. Чем ближе 14 марта, тем интенсивнее проходят тренировки участников предстоящего состязания. Готовится и главный герой вечера Абдулкерим Идилов. Многочасовые занятия находятся под пристальным вниманием главы региона, который принимает в них непосредственное участие. О том, что турнир по смешанным единоборствам Грозная битва станет масштабным событием, говорит и интерес к нему федеральных СМИ, которые являются здесь частыми гостями. На неделе тренировочную площадку посетили журналисты канала «Россия» и Life News. В разговоре с ними Рамзан Кадыров рассказал о предстоящем турнире и готовности спортсменов. Одной из интересных задумок организаторов станет то, что все зрители в Колизее оденут футболки с символикой спортивного клуба «Ахмат». И в продолжении темы у нас в гостях президент профессиональной лиги «Ахмат» Саламбек Исмаилов. Саламбек Умаршев. И первый вопрос, естественно, про предстоящий турнир. Вся столица, вся республика, буквально все замерли в ожидании предстоящего боя. Расскажите, на какой стадии идет подготовка? Ну, теперь у нас заключительная стадия подготовки. Остались какие-то технические моменты, свет, звук, спецэффекты. Самое главное, у нас сформирован файт-карт, то есть список бойцов. Контракты, билеты, визы, вся эта рутина позади. Я думаю, что в этот вечер, 14 марта, мы обрадуем зрителей зрелищными поединками и грандиозным шоу. Саламбек Исламбекович, расскажите, пожалуйста, в такого рода мероприятия, такие бои у нас в республике проходят уже не первый раз. Чем на этот раз удивят организаторы, любители спорта? Вы знаете, каждое мероприятие такого масштаба, которое проводит клуб «Ахмат» или Лига «Ахмат». Все знают, что за этим стоит наш национальный лидер Рамзан Ахматович Кадыров. И всегда это грандиозное шоу. Достаточно вспомнить бой Руслана Чагаева за чемпионский пояс в супертяжелом весе по боксу, профессиональному боксу. И на этот раз, я думаю, мы обрадуем наших зрителей такими же зрелищными поединками. Шоу будет, я думаю, такого же масштаба. А какое внимание оказывается главой Чеченской Республики Рамзаном Ахматовичем Кадыровым предстоящему вечеру и что это означает для спортсменов? Рамзан Ахматович уделяет огромное внимание данному мероприятию, огромное внимание уделяет и персонально каждому бойцу. Он, несмотря на свою занятость, можно себе представить, какая на нем эмоциональная, физическая нагрузка.
после напряженного рабочего дня приходят в зал и выполняют полный объем нагрузки рядом со спортсменами. Это, конечно, очень сильно стимулирует бойцов. Это огромный агитационный ресурс. Для нас это очень важно. Огромное ему за это спасибо. Самым главным боем вечера станет между нашим спортсменом Абдулкеримом Эдиловым, всем уже известно, и бразильцем Тиаго Манату Тасату. Расскажите, пожалуйста, насколько силен противник и что от него стоит ожидать? Вы знаете, противники все очень сильные, которые будут участвовать в этот вечер. Мы специально под кого-то слабо соперников не подбирали. И в каждом бою есть интрига, в каждом бою есть опасность. Что касается соперника Абдулкерима Эдилова, Тасата, это очень грозный, очень опасный соперник. Мы ни в коем случае не можем недооценить его, ни в коем случае не будем переоценивать его возможности. Мы к этому адекватно подошли. Мы знаем, что он провел 10 боев в профессиональном боксе в супертяжелом весе, что он обладает очень мощным разовым ударом как боксер. Он является мастером джиу-джитсу. Абдулкерим под него готовится и готов к любым сюрпризам. Я думаю, Абдулкерим обязательно пройдет его. Он очень хороший в физическом и эмоциональном состоянии. Ну и мы все, наверное, являемся свидетелем того, что глава Чеченской Республики уделяет пристальное внимание нашему спортсмену Абдулкериму Эдилову. Выступает чуть ли не тренером, наставником. Расскажите, пожалуйста, это накладывает определенный груз ответственности или является каким-то стимулирующим фактором, возможно? Это и огромная ответственность, и стимулирующий фактор. Рамзан Ахматович очень сильно разбирается и в боксе, и в боях в целом. И он под каждого и Абдулкерима находит какие-то комбинации, там, и его советы очень важны. И самое главное, они практично и в бою работают вот это. Поэтому это для нас очень важно. Мы все знаем, что у Рамзана Ахматовича прекрасно получается быть тренером. Расскажите, пожалуйста, как ему удается найти нужные слова, настроить спортсменов? Я думаю, во-первых, Рамзан Ахматович знает каждого из ребятишек. Они еще детьми пришли в республиканский спортивный клуб «Рамзан». И с тех пор они под опекой Рамзана Ахматовича развиваются, растут в спорте. И он знает, кого нужно немножко похвалить, кого нужно поругать, и знает возможности каждого. Поэтому его советы очень дельные и своевременные, нужные. И это очень помогает нашим ребятам. И возвращаясь к бою Эдилова и Тасату, мы все верим в успех нашего спортсмена. И что даст эта победа Эдилову? После того, как он победит Тасата, я в этом уверен и очень на это рассчитываю. Это, конечно, Абдулкерим очень вырастет как боец и в собственных глазах, и самооценка, и для зрителей это будет огромный, значит, праздник. Абдулкериму и так проявляет интерес и UFC, и Беллатор, а после того, как он пройдет Тасата, это он вырастет на порядок как боец, в первую очередь. Я думаю, так и будет. Мы на это надеемся. И какой очередной праздник спорта планируете провести в ближайшее время? В мае мы хотим провести вечер профессиональных боев, где будут выступать и профессиональные боксеры, и бойцы ММА, и любительские боксеры, кикбоксеры. Вот такое грандиозное шоу очередное мы планируем провести. Мы от души желаем удачи нашему спортсмену и всем вам. Благодарим вас за то, что согласились дать нам интервью. Спасибо, что пригласили. Все подъезды многоквартирных домов Старопромысловского района оснастят кодовыми замками. Работы эти уже начаты и завершить планируется к началу апреля. То есть отныне свободный доступ к подъезду будут иметь только жильцы дома, а посторонние лишь с ведома одного из них. Нововведение, по словам горожан, решит множество проблем. Это и расклеивание чуть ли не на дверях различных объявлений, несоблюдение чистоты. Что касается чистоты, то перед установкой замков в подъездах проводят косметический ремонт. С подробностями Мадина Якубова. Подобные кодовые замки скоро будут на дверях каждого подъезда в Старопромысловском районе. Больше половины от всех работ бригады уже выполнили. Городские власти и управляющие компании такими мерами планируют сохранить чистоту в подъездах. Мы планируем установить 340 домов во всех подъездах замки. Также параллельно по указанию также мэра Грозного мы проводим работу по косметическому ремонту этих подъездов. После того, как мы закончим эти ремонты косметические, мы уже жителями в каждых домах проводим сходы. До 1 апреля
мы закончим все работы. Пользу новых замков некоторые жители уже оценили. Зура Аль-Мурзаева надеется, что теперь стены подъездов не будут пестрить рисунками неизвестных авторов и перестанут служить доской объявлений. Час-два, да, успокоятся. Эти замки шли тянет, хочу коридор сеню, тропин сенду, да, сколько следишь, холод тропин, язю, холод. Следят за чистотой в подъездах, в подвалах, чердаках и во дворах многоквартирных домов управляющие компании и ТСЖ. Но далеко не все жители знают об их обязанностях и своих правах. И порой сталкиваются с проблемами, которые, оказывается, некому решить. Постановлением правительства России определен перечень работ, которые должны выполнять фирмы, взявшиеся обслуживать ваш дом. Вот небольшая часть этого списка. Это регулировка и наладка систем водоснабжения и теплоснабжения, протирка и смена перегоревших электролампочек в подъездах, мелкий ремонт выключателей и электропроводки, проверка исправности канализационных сетей и ремонт вентиляции, мытье окон, лестничных площадок, вывоз мусора, озеленение двора и даже подготовка здания к празднику. Если же у вас возникла проблема по какому-нибудь из этих пунктов, вы должны подать заявку в офис компании или же можно обратиться в «Доступный Грозный». Портал «Доступный Грозный» действует с 2013 года. К нему подключены 1200 домов города. На сайте жители могут оставить заявку, где указана возникшая проблема, а если нет интернета, просто позвонить по номеру 62 62 62. Ваше обращение в «Доступный Грозный» обязаны рассмотреть и принять по нему соответствующие меры. А если никаких действий не последует, у вас хотя бы будет доказательная база для прокуратуры, подтверждающая бездействие коммунальщиков. Заявки могут быть аварийного характера и могут быть заявки, скажем, там, которые нуждаются в серьезном финансировании. Дальше уже аварийные, значит, заявки должны выполниться в течение 4 часов. А работы, которые, значит, допустим, требуют какой-то сезонности, они, значит, откладываются и потом все равно должны быть выполнены. В любом случае управляющая компания оставляет комментарий на сайте. По данным мэрии Грозного, в столице республики функционируют 22 управляющие компании и товариществ собственников жилья. Как утверждают их представители, ответственность возложена весьма высокая и обязанности приходится исполнять. Начальник участка должен чуть не еженедельно проходить свои дома и смотреть состояние, подвалы, в каком состоянии находятся трубы, нет ли протечи в подвалах. Канализационные, бывают порывы иногда труб, и затапливается подвал, приходится экстренно их откачивать, делать ремонты. В перечень работ управляющей компании капитальный ремонт не входит, однако покрасить и побелить в подъезде они должны. Дальнейшая сохранность чистоты в доме и во дворах, конечно же, обязанность и самих жильцов. Поэтому, устанавливая замки на дверях подъездов, управляющие компании Старопромысловского района призывают не разглашать код, хотя местная детвора уже выучила наизусть десяток комбинаций и без проблем гостит в любом подъезде. Ну и, конечно, помогает взрослым, для которых новшество еще непривычно. Главное, чтобы они с таким же успехом не открывали дверь недоброму незнакомцу. Мадина Якубова, Магомед Сулейманов, Магомед Мударов, Абубакар Зубайраев. Новости 7. Отныне в музыкальной культуре Чеченской Республики будет 3 жанра или эшардиш мукам. Такое заключение сделала экспертная группа, созданная при Министерстве культуры. Необходимость возникла из-за множества музыкальных произведений различного жанра и неумения их различать. Помимо этого, экспертная группа отслеживает тексты песен, поскольку нередки случаи, когда в силу недостаточных знаний родного языка многие исполнители либо композиторы допускают ошибки. Репортаж Адама Хаджиева. В здании Республиканского центра культуры и искусства звучат различные мелодии. Это как детские, так и песни уже сформировавшихся артистов. Экспертный совет, состоящий из долгожителей чеченской эстрады и знатоков войнахской словесности, тщательно проверяет как содержание песен, так и их музыкальное оформление. Текст доработать, доработка, отложить и хайлаг حقوقي حوالا وحجل ناقص هر دعد يخش هر دش نشتيش هم تعيش نيس خدو هنا باش إشتا موخا تغير بيدح إش صار حماير دعسة توتشلوي
В ходе работы возникает немало разночтений. У каждого члена совета свое мнение по поводу смыслового содержания и исполнения. Но все они едины во мнении, что в чеченской музыке должны преобладать национальные мотивы. Для того, чтобы не было смешения стилей вокального искусства, специалисты определили 3 основных направления чеченской музыки. بوجرش أورشتك أنت خلد استجا جيمس تجا أورشتلا أخ يعلق شجيشيو تعلين ترحح دقلة ترحح إيشرشيو أخ الدقم دش مقام وين مؤمن بهت إحداثوش صوت إيرجال بله قيش قامني موسيقى غير شتأولش قيش قام مؤمن درش أولش دول اللي تايب وهيد سلسب اللي ألر صنع إني ساتخيات مخ كيقول فوتشو صار أصلا في البيز ألر صنع دش مؤمن أل إشتي برتخل. На плечах детских композиторов лежит особая ответственность, считают здесь. Многие из песен, которые подлежат проверке, в будущем пополнят фонотеки детских садов и школ. Поэтому очень важно, чтобы тексты музыкальных композиций имели воспитывающий характер. Известные исполнители национальных песен Шарпуди и Резавди Исмаиловы лучше, чем кто-либо расскажут о том, какое влияние оказывает музыка на мировоззрение ребенка. Воспитанные на старинных чеченских илли, они с ранних лет начали уважительно относиться и соблюдать чеченские традиции и обычаи. Тогда же в детстве у братьев появилась особая любовь к Дечик-Пондар. خسرنا بولش بول إنسترومنت يو كوي سالخ دينس أخيلا يو مص ودوان وي خلقت استمش بچانه وين دو حلتين جانه سان مثلا جو نوق الإنسترومنت يوز وني ألشي تسير درب أسخيلا تسير سموق دالر أسخيلا تسير دوانه قيتم أسخيلا صنديل اتسير دين حدينا تخديد أسئول شتينا جواب درق اللي قيتم إيشر سموق. Фотография дедушки Ати Исмаилова на самом видном месте. Именно его, а также отца Нажмуддина благодарят братья по сей день, потому что привили любовь к Илле, а также ко всему, что связано с традициями и историей своего народа. يح يتانسونا قمالده هناك ديل يلشنور خيتسون بقول يح أخمت قمالده سيديده يح ما خيتسون هناك تقدين دولش وتصديني سوني يقع ليتين دول غير قصخوشو السون دك دوغشتو. Аймани Айдамирова – одна из самых ярких представительниц чеченской эстрады. Со своим сценическим амплуа она определилась еще в начале своего творческого пути в 1981 году, когда входила в группу народного артиста Чечено-Ингушетии Шитыиди Султанова. Именно он посоветовал Аймани Айдамировой исполнять исключительно национальные композиции. Она до сих пор помнит свою первую песню. إشتي إيشر لقشة يزيلر خلقن أتصيني دعلقشل إيشر دشنش ما عندلش ويزريت القيتر ولش خديتsa خوش تاع направление يوش патриотики лах цен от патриотики цани чак волш без махляти лах без мцчак волш дук يقوي إيش غلق قولق ويازدن قلديتش إيش تاع чух тидми яцихум чух серьезно подходить до диез алхидхсум к вокалу. Экспертному совету при Министерстве культуры предстоит выполнить еще немало кропотливой работы. Для того, чтобы устранить прорехи музыкальной культуры, понадобится не один месяц. Инициатива главы республики по улучшению репертуара музыкальных исполнителей нашла живой отклик в культурной среде. Эта деятельность, по словам специалистов, выведет чеченскую эстраду на качественно новый уровень.
Адам Каджиев, Магомед Сулейманов и Абубакар Зубайраев. Новости 7. Это были наиболее заметные события минувшей недели. А я с вами прощаюсь. Адикиоши, Маршаль.